В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Камши-Укшара. Здравствуйте. Службой государственной безопасности задержан гражданин Грузии по подозрению в шпионаже. Об этом сообщается на сайте СГБ Абхазии. Как отмечается в сообщении, в ходе реализации оперативной информации по подозрению в шпионаже по заданию спецслужб Грузии задержан гражданин Грузии Парулава Гия Ушангович, 1962 года рождения, уроженец села Царча Творчалского района. В ходе проведения обыска подсобного помещения, находящегося в пользовании Парулава, обнаружены и изъяты ручная граната F1 с запалом, патроны калибра 5,45 мм, электродетонатор военно-инженерного назначения, которые, согласно заключению экспертно-криминалистического центра МВД Республики Абхазия, технически исправны и относятся к категории боеприпасов. Следственным отделом службы госбезопасности Республики Абхазия возбуждено уголовное дело по статье «Передача», а равно и собирание, хранение в целях передачи иностранному государству и его представителям сведений, составляющих государственную тайну Республики Абхазия, а также передачу и собирание по заданию иностранной разведки иных сведений для использования их в ущерб внешней безопасности Республики Абхазия, если эти деяния совершены иностранным гражданином, а также по статье «Незаконное приобретение и хранение боеприпасов». Судом города Сухум в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Парулава водворен в следственный изолятор СГБ Республики Абхазия. В отношении лиц, задержанных по подозрению в разбойном нападении и убийстве уроженца города Костромы Михаила Маслова, произошедшем 14 января в селе Тамыш Ачимчирского района, избрана мера пресечения арест, сообщает сайт МВД Республики Абхазия. В совершении разбойного нападения и убийства подозреваются жители села Уктол Ачимчирского района Ахсал Бабислан Тимурович, 1995 года рождения, и Сакания Саид Рустамович, 1996 года рождения. Оперативно-розыскные мероприятия проведены сотрудниками Управления уголовного розыска МВД Республики Абхазия совместно с оперативными сотрудниками отдела внутренних дел по Ачимчирскому району. В Государственном внебюджетном фонде инвалидов Отечественной войны народа Абхазии на сегодняшний день зарегистрировано 2800 инвалидов. И практически все они нуждаются в поддержке государства. Более 800 инвалидов из средств внебюджетного фонда получают необходимые лекарственные препараты. О работе фонда и о проблемах, с которыми сталкиваются его сотрудники, в интервью нашей программе рассказал председатель организации Бадри Агарба. Внебюджетный фонд инвалидов Отечественной войны народа Абхазии был создан в 2011 году. И тогда же был определен источник его финансирования. Всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей обязали отчислять с заработной платы 1,5%. Но этой суммы оказалось недостаточно. И в 2016 году было принято решение, что страховые взносы будут платить и сотрудники бюджетных организаций. Бюджет фонда на 2019 год составляет 120 миллионов рублей. И значит, в организацию ежемесячно должно поступать порядка 10 миллионов. Но на деле фонду не удается собрать эти деньги в полной мере. Несмотря на то, что сегодня у нас есть такая функция через Министерство налогов и сборов ставить организации на инкассу, мы те организации выставляем на инкассу. Но тем не менее получается, что есть организации, временно они прекращают свою деятельность, и в полном объеме эти средства к нам не доходят. Главное направление работы фонда – обеспечение инвалидов необходимыми лекарственными препаратами и предоставление им возможности бесплатного лечения в медицинских учреждениях как в Абхазии, так и в Российской Федерации. В 2018 году 970 инвалидов обратились в фонд с заявками о медицинской помощи. 298 человек прошло санаторно-курортное лечение, 196 – лечение и протезирование зубов. С начала этого года 1 инвалид успешно прооперирован в клинике России, еще 4 должны быть прооперированы в ближайшее время. После того, как в республике стали выдаваться полисы обязательного медицинского страхования гражданам России, постоянно проживающим в Абхазии, в фонде надеялись, что часть инвалидов сможет проходить лечение по этим полисам. Однако пока что рассчитывать на такую помощь не приходится. Мы отправляли инвалида нашего. Операция порядком 500 тысяч стоила.
И финансировал эту операцию президент. То есть полис там никак не повлиял на эту ситуацию. За что я и всегда говорю, хотелось бы чтобы лучше было. 2-3 назад приезжали внушительная делегация с Российской Федерации и обсуждался этот момент. Хотелось бы и нашу медицину тоже довести до такого уровня, чтобы мы могли на месте решать те вопросы, которые сегодня требуются нашим инвалидам. Еще одна задача фонда – своевременное обеспечение инвалидов лекарственными препаратами. Каждый инвалид Отечественной войны народа Абхазии, состоящий на учете в фонде, пройдя обследование в районной поликлинике и получив рецепт врача, может приобрести необходимые лекарственные препараты в любой аптеке Абхазии, предъявив удостоверение об инвалидности бесплатно. На эти цели в текущем году в бюджет организации заложено 38 миллионов рублей. При этом у фонда существует долг перед Абхазформацией, который на сегодняшний день составляет более 8 миллионов рублей. В этом вопросе в фонде также рассчитывали, что часть инвалидов начнет получать необходимые препараты по программе лекарственного обеспечения льготных категорий граждан России, постоянно проживающих в Абхазии. Но пока что фонд продолжает обеспечивать медикаментами на постоянной основе 800 человек. По российской программе сегодня происходит так. Характер заболевания, полученное во время войны инвалидам, и они как бы сделали направление именно в то направление, вот, что необходимо инвалиду. А тем, что мы сегодня обеспечиваем, оно охватывает большой спектр услуг в лечении. То есть помимо того, что он получил увечья во время войны, и сопутствующие на сегодняшний день бывает, человек в аварию попал, там, я не знаю, всякие ситуации бывают, заболел гриппом, мы охватываем общий спектр заболеваний. В 2018 году фонд запустил 2 целевые программы по лечению инвалидов с наркозависимостью и гепатитом. Данные программы хорошо себя зарекомендовали. Они будут продолжены и в этом году. К нам приехала бригада наркологическая. На сегодняшний день они базируются в Гудаутах, где курс лечения прошло 10 человек. Из них на сегодняшний день 4 человека, можно сказать, живут трезвой жизнью. Большая часть наших инвалидов, все болеют гепатитом. Можно сказать с уверенностью, 150 человек полностью как бы вот на входе есть заболевание, там после 3 месяцев или 6 месяцев уже на выходе они здоровые. Тоже, как бы можно сказать, такое небольшое достижение фонда. В 2019 году фонд планирует провести переосвидетельствование инвалидов, чтобы более тщательно изучить проблемы со здоровьем своих подопечных. Для такой работы в штате сотрудников уже есть фармацевт. Как сообщил Бадри Агарба, в ближайшем будущем у организации также появится свой врач. Распоряжением президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба создана Государственная комиссия по проведению юбилейных мероприятий, посвященных 145-летию со дня рождения основателя абхазской литературы, выдающегося поэта, прозаика, драматурга, историка, общественного деятеля, народного поэта Абхазии Дмитрия Йосифовича Гулия, а также 100-летию со дня выхода первого номера газеты «Апсна». Председатель комиссии – первый вице-премьер Даур Аршба. Комиссии поручено в течение 2 недель подготовить план проведения юбилейных мероприятий. Комиссия по государственной премии имени Дмитрия Гулия в области литературы, искусства и архитектуры объявила конкурс на соискание государственной премии имени Гулия. На конкурс допускаются работы, опубликованные в 2017-2019 годах. Работы принимаются до 1 августа, каждый четверг с 10 до 15 часов. Государственная премия имени Дмитрия Гулия была учреждена в 1967 году. Первыми ее лауреатами были Баграт Шенкуба и Иван Папаскир. С тех пор каждые 3 года специальная комиссия в ходе тайного голосования избирает новых обладателей самой высокой награды страны в области литературы, искусства и архитектуры. Представители Россотрудничества в Абхазии провели встречу с абхазскими абитуриентами, желающими поступить в российские вузы, чтобы проинформировать о проведении отборочных кампаний 2019 учебного года. Репортаж Алики Трапш.
И ежегодно Министерство образования Российской Федерации выделяет квоты гражданам Абхазии для обучения в российских вузах. Число желающих получить образование в России с каждым годом растет. Так как количество квот ограничено, абитуриенты должны будут пройти отборочные испытания. На сегодняшний день пока еще неизвестно количество предоставляемых квот и день начала экзаменов. Информация, она будет в ближайшее время, мы ее ждем из Центрального аппарата Россотрудничества. К нам придет общее число, общая цифра и рекомендации по распределению этой цифры. Далее на совместной российско-абхазской рабочей группе будет уже утвержден детализированный план приема, детализированный по специальностям и уровням образования. Как только мы это сделаем, а это, скорее всего, будет в первой половине февраля, мы сразу же информацию выложим на нашем сайте, разошлем всем нашим подписчикам. Уже сейчас абхазские абитуриенты могут пройти предварительную регистрацию на сайте Russia Study. Заявка абитуриента автоматически формируется после регистрации. Сайт Russia Study позволяет в удобной форме заполнить анкету и направить все необходимые документы для поступления. Стоит отметить, что при заполнении анкеты нужно быть очень внимательным, не допустить ошибок, иначе система может отклонить заявку. Если же у абитуриента нет возможности для самостоятельной регистрации, то он может обратиться в представительство Россотрудничества в Абхазии, где ему окажут консультативную и техническую помощь. Для поступления в российские вузы абитуриентам необходимо иметь копии документов, подтверждающих статус соотечественника. На первом этапе обязательно приложить это соответствующие паспорта с соответствующим сроком действия. То есть мы всех ориентируем, что на момент поступления, то есть на 1 сентября 2019 года, срок действия паспорта, по которому человек поступает, должен составлять не менее чем 1,5 года. Если у кандидата есть российский паспорт, или российский загранпаспорт, то обязательно нужно в системе Russia Study указывать статус соотечественника и ехать поступать, в том числе пересекать границу именно по этому паспорту. Потому что иначе могут возникнуть сложности с миграционной службой. Присутствовавший на встрече с абитуриентами эксперт по научным исследованиям и разработкам в области естественных и технических наук поделился информацией о том, как поступить в российские вузы. Вы, как соотечественники, или граждане Российской Федерации, если у вас есть паспорта Российской Федерации, у вас есть возможность сдать ЕГЭ. Вот тут вот из важного я прямо отметил, вам необходимо для этого подать до 1 февраля заявление о том, что вы планируете сдать ЕГЭ. Ближайшая точка сдачи – город Сочи. В рамках соотечественников, так в рамках иностранных граждан есть возможность поступить в вузы, сдав внутренние экзамены. Для этого у каждого вуза индивидуальная программа, у каждого вуза индивидуальный подход к и тем испытаниям, и к уровню программы, которые требуются для сдачи этого вуза. Многие абитуриенты уже зарегистрировались на сайте Russia Study и надеются пройти отборочный тур. Я поступаю через Россотрудничество в Москву и пришла сюда, чтобы узнать информацию, если здесь вообще придут ли лимиты на психолога и возможно ли вообще поступить на психолога. Я зарегистрировалась на сайте, но заявку пока не отправила, потому что нужно какие-то документы еще с этим решить дело, а потом уже только поддавать. Как только будет определена квота, Россотрудничество начнет подготовительную работу по организации Абхазо-Российской комиссии совместно с Министерством образования республики и проинформирует самих абитуриентов. Аля Катрапш, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. В столице Словакии, Братиславе, открылась международная выставка ITF «Словакия Тур-2019». На выставке Абхазия представлена делегацией торгово-промышленной палаты, возглавляемой президентом ТПП Тамилой Мерцхулава. Абхазский павильон представил традиционную для таких выставок продукцию отечественных производителей. В первый день выставки абхазскую экспозицию посетили посол России в Словацкой Республике Алексей Федотов и торговый представитель России в Словакии Екатерина Белякова. Выставка продлится до 27 января. И о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в выходные дни в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и утром дождь, днем преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью плюс 3,8, днем плюс 9,14 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире. И очень эмоционально.